Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – второй аят суры Аль-Фатиха. Второй аят суры Аль-Фатиха. Альхамдулиллахи раббил аламин. Обратите внимание, еще раз повторю. Альхамдулиллахи раббил аламин. Постараемся, как в прошлый раз, как мы разбирали с вами первый аят суры Аль-Фатиха, бисмиллахи рахмани рахим, таким же образом разбирать второй аят суры Аль-Фатиха. Обратите внимание, пожалуйста, мы начинаем Аль-Хамду. Аль-Хамду. Как и во всем Коране, тем более в суре Фатиха, нужно стараться, чтобы не искажать звуки. А в данном случае ха, чтобы не было аль-хамду. Хамада – это глагол, который означает оконеметь, твердеть. А в данном случае аль-хамду – вся хвала. Хвала, хамада – восхвалять, хвалить. Идем дальше. Аль-хамду. Аль-хамду. Второе слово. Лилляхи. Касра. Лилляхи. Лилляхи. Лил. Удваиваем. Потом шадда. Лилляхи. Итого получается у нас словосочетание. Альхамдулиллахи. Идем дальше. Ра. Ра. Твердый звук. И нужно произносить ра. Не ра. Ра. Раб. Сперва удваиваем, а потом касру. Рабби. Рабби. И последнее слово, которое в этом аяте, аль-аламин, словосочетание раббил аламин. После того, как мы удвоили, уходим на касру, рабби, и не протягивая, уходим на лям. Так как айн является лунной буквой, мы произносим лям. Итого получается Раббил, раббил, не растягивая, не удлиняя касру, сразу уходим на лям. Раббил айн, вот здесь мы два счета протягиваем. Аламин, как бы ударение делаем. Но ударение должно быть в размере двух огласовок. Раббил ударение вверх. Раббил айн является мягким звуком. И аламин нельзя. Аламин. И одна из самых распространенных ошибок при произношении айна это галамин. Альхамдулиллахи раббил галамин. Нужно стараться максимально, чтобы уходить от этих искажений. Звук айн не соответствует никакому звуку в других языках. И поэтому раббил ми. Мин. При остановке последняя огласовка аннулируется, переходит в сукун. А растягивание, долгота касры будет соответствовать так, как мы растягивали с вами бисмиллахи рахмани рахим. Два счета. И поэтому у нас будет два счета. Итого получается раббил аламин. И огласовка аннулируется. Очень важный момент. Нужно обращать внимание на тот факт, что один аят нужно относиться к нему как одно целостное слово. Так как арабский язык не родной для нас язык, и поэтому нужно следовать этому правилу. Целый аят мы должны относиться к нему как целостное слово. И при наборе воздуха и на одном выдохе, без остановок нужно произнести полностью. Потому что как только остановка происходит, это называется правило остановки. Нужно применять правило остановки ахкам аль-вакф, то есть правило остановки. А так как, например, альхамдулиллахи раббил аламин, это ошибка. Если так, то нужно правильно будет альхамдулиллах раббил аламин. Но так как аят короткий, полноценный смысл, чтобы был, нужно
смотреть на целый аят как целостное слово, одно слово, и произносить на одном выдохе, как «Альхамду лиллахи раббил аламин». Так как Всевышний Аллах не спаслал Коран на арабском языке, нам следует достойнейшим образом обращать внимание на правильное произношение звуков, так как искажение этих звуков очень сильно влияет на искажение смысла. А автоматически меняется смысл произношения, меняется смысл отношений к Корану, меняется смысл применения суры Аль-Фатиха в повседневной жизни. Иншаллах, я надеюсь, что вы сможете практиковаться правильное произношение. И на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.